Так, ну а на эти 2 миллиарда тенге мы снимем фильм про коня Аблайхана. Шеф, вызывали? Да, вызвал. Заходи. Слушай, в общем, нам нужно снять кино. Этот фильм будет учить тупых моральных уродов, которые променяли свою великую страну на бездуховный Пиндостан. Снова поступила задача сверху? Да. Нет, не отвлекайся, подожди. Послушай, сейчас молодежь только и думает, чтобы свалить из нашей страны. Ну а наша задача – объяснить им, переубедить и сказать, что в нашей стране тоже очень много всяких ништяков. Болашах, например, или песня Хайрата Нуртаса, да? Короче, надо показать, что все, кто уезжает из нашей страны, это мрази. Они не уважают наши традиции, наш язык и вообще куттерная ругрыгунда. Шеф, я понял вашу мысль. Нам нужно сделать жесткую политагитацию и выдать ее под видом художественного кино. Нет, дебил. Нам нужно снять жесткую политагитацию и скрыть это под видом художественного кино. И назовем мы этот фильм «Дорога домой». Боже, какой же я гений. Давай, доставай ноутбук. Сейчас мы будем писать сценарий. Ну а я пока схожу купить. Ну что ж, господа, вы попросили обзор не на комедию, а на драму, и поэтому получите, распишитесь. С вами Али, и это обзор фильма «Дорога домой». Знакомьтесь, Макс. Казах и успешный микробиолог, который живет за рубежом в городе Осло и прилетает в Казахстан для подписания одной очень важной сделки. Почему я говорю казах? Да потому что фильм с самого начала акцентируется на отношении Макса к своей национальности. А все дело в том, что Макс яро ненавидит свою страну и свою нацию. Ну и авторы посчитали, что через призму именно такого персонажа нужно пробудить чувство патриотизма у зрителей. Небось, летите к своим родственникам на мероприятие. Угадал? У меня нет родственников. И если нет родственников, вы точно не казах. Стоп. Куда собрался? Мне в магазин нужно. Туда только казахам можно. Ты казах? Да, Конину любишь? люблю. У тебя много родственников? У меня нет родственников. Я в детдоме вырос. Быть не может. У всех казахов есть родственники. Все, давай, вали отсюда. Макс встречается с казахстанскими партнерами ради контракта. Но что за контракт, какие договоренности, нам, конечно же, не объясняют. Один из бизнесменов пытается убедить Макса остаться в Казахстане, а после говорит ему, что знает его родного дедушку и брата. Макс, вы, видимо, давно не были в родном ауле. Ваш дед умер. Хайрлы болсын. Уже год, как его не стало. Ну да, именно так реагируют на весть о смерти близкого человека. Мне тяжело вам об этом сообщать, но, к сожалению, нам не удалось спасти вашего дедушку. Сейчас. Извините, пожалуйста. Макс встречает своего давнего друга Криса, который учился с ним в Кардифском университете. Имею в виду, я не ем мясо. Что? Ты вегетарианец? Я мог бы прочесть тебе целую лекцию о вреде мяса. У вас есть вегетарианское меню? Что ты смеешься? Все в порядке, прости. Просто впервые вижу казаха-вегетарианца. Вы серьезно? Показывать казахскую идентичность только через стереотипы? Ты еще скажи, что ты на свадьбу 1000 человек не зовешь! А еще скажи, что ты никогда не возьмешь на работу своего родственника. Смотрите, меня зовут Нурбек, я не ем мясо и не даю гаишникам взятки.
Макс говорит Крису, что он зря прилетел на родину, так как сделка с казахстанской стороной не состоялась. Но после он разъясняет, что у покойного дедушки была небольшая ферма в ауле, которая стоит немалых денег. Ну а так как брат Макса не родной, а сводный, единственным и законным наследником остается сам Макс. И поэтому герой с хитрой ухмылкой заявляет о том, что продаст ферму и разбогатеет. Шеф, а вам не кажется, что Макс, который решает продать хозяйство дедушки, про смерть которого он даже не знал, ну это как-то перебор? Нет, все правильно. Вначале мы показываем Макса полным малым, ну просто черт натуральный. Ну а в конце фильма он, конечно же, станет хорошим человеком и перестанет быть мангуртом. Давай, пиши. Айналайын өзің қазақсың ба? Ну, можно и так. Өзгенің тілінде сайрап тұрсың, бірақ өз тіліңді білмейсің. Ана тіліңді ұмыту деген өзіңді ұмытуыңмен бірдей емес. Мұны Абай айтқан. А еще он стесняется того, что он казах и не знает казахского языка. И вообще он писает, сидя. Вы уверены? Ладно, последнее можешь убрать, но напиши, что он мангурт натуральный. Хочу заметить, что создавая образ главного героя, авторы как бы зарабатывают очки перед зрителями. Ну, посудите сами, кем является Макс? Он откровенно ненавидит все, что связано с казахской национальностью. Посему нетрудно догадаться, что он будет антигероем для патриотов. И публично осуждая такого главного героя, авторы намереваются сказать, что быть таким, как Макс, совсем не круто. Ондайларды сразу ана герой пасына апарып тастау керек на. Қайтып келмейтіндей қылып. Үйленіп пе? Спрашивает, женатый ты, дети есть? Что? Нет, нету. Өзің өп-үлкен азаматсың, әлі бойдақсың. Дефектің бар ма? Боже, какой же я офигенный. Добавь эту шутку в фильм. Шеф, вам не кажется, что эта шутка немного не смешная? Может, попробуем позвать КВНчиков, они нам помогут написать шутки? Ты что, дебил, что ли? Буду я звать каких-то КВНщиков на свой высокохудожественный фильм. Ну и что к ним люди миллиардами ходят? Зато мы создаем искусство, понимаешь? Искусство. Фу, блин, КВНщики. Айналайын, үйленетін болса қазақтың қызына үйлен. Қазақтың қыздарына жететін қыз жоқ. Ақылды, әдемі, күйеулеріне де құрметпен қарайды. Ана Европаның қыздары немене? Шалбарланып алып рөлде отырады, еркектен арман. Ал әлгі күйеулері тамақ пісіріп, бала шағаларына қарайды көрінеді. Ой, әдірам қалды. Ну, немножко слабо авторы. Надо было пойти все-таки дальше. Нужно было сказать, что в этой самой Европе одни гомосексуалы, низкие моральные ценности, фашизм и так далее. Поймите меня правильно, не прошло и 15 минут фильма, так я уже получил тонну навязываний в свою сторону. Действительно можно подумать, что авторы показывают реального человека, ведь таких опашек, которые считают, что казах тек қана қазаққа тию керек, немало. Но вот в контексте всего фильма, зная, что Макс это типичный недоброжелатель для всех нацпатриотов, смотреть такое кино крайне тяжело. Как вы относитесь к тому, что вот казашка, да, выходит замуж, например, за китайца, да, грубо так скажем? Почему нет? Это ее право выбора. Вы бы сами могли выйти замуж за иностранца? Да, даже собираюсь. Далее Макс встречает Аружан Джазильбекову, которая подсказывает дорогу к ферме его дедушки, где его встречает уже повзрослевший брат Максата Мейрамбек и старый рабочий фермы Степаныч. Мейрамбек не особо рад визиту своего сводного брата и подозревает, что Макс приехал в аул далеко не для того, чтобы навестить могилу дедушки. Әңгіменің басын ашып алайық. Мүмкін тағы 20 жылға жоғалып кететін шығар. Алдында жалпақтайтындай. Қонақ беген сонша ма? Ну что ты так сразу? Обожди, пусть сам расскажет. Он прав, Степаныч. Здесь надо выяснить, кто гость, а кто хозяин. Так, стоп, а у Макса точно проблемы с казахским языком? Потому что пару сцен назад он едва понимал, что ему говорит таксист на казахском. А тут Мейрамбек прямо на литературном казахском общается с Максом, и тот все понимает. Ладно, и
Степаныч заявляет Максу, что завещания от дедушки не было. Он умер, так и не успев оставить свою ферму кому-то из внуков. И так как хозяйство уже год как стоит бесхозно, поверенный нотариус дедушки решает вопрос продажи фермы вместе с государством. Растет наш поселок, процветает страна. И ведь все благодаря нашему президенту. Эх, дай бог ему здоровья. Слушай, тебе не кажется, что вот эту шутку про президента надо все-таки убрать? Не знаю. Макс встречается с поверенным дедушки Бакытжаном. Тот пытается объяснить Максу, что по праву они искали законного наследника конюшни ровно год, и поэтому хозяйство переходит во владение другого покупателя. На что Макс дает встречное предложение и говорит, что продаст покупателю ферму по 10% скидке от стоимости. А если он спросит, где гарантия, что его не обманут? А никаких гарантий нет. Да ну скажите ему, что я ученый, а не пастух. Мне не нужна эта ферма. Как только я получу деньги, я тотчас же улетаю обратно. Ну, конечно, после того, как отблагодарю вас за ваши хлопоты. Шеф, вы не думаете, что выставляя на продажу ферму дедушки, Макс становится, ну, совсем уж конченым? Смотри, в начале фильма мы показываем Макса полным мудаком. Ну а во время повествования он будет развиваться и станет хорошим человеком. Такие же, как те люди, которые уезжают из нашей страны. Шеф, вы гений. Ну конечно же я гений. Я один, у вас кроме меня вообще никого нет, у вас все растоптано. Держитесь за меня. Мейрамбек узнает, что Бакытжан и Макс договорились о продаже фермы. Мико, сендерге не болған? Степаныч, пожалуйста, уведи его отсюда. Мен жаңа жолдан Бақытжанды көрдім. А? Мынау, біздің ат қораны сатқалы жүр. Знаете что? А ведь это не ваша конюшня. Она принадлежит моему деду. Дәл солай. Бұл атаңның ат қорасы. Ол саған да, маған да ешкімге де қалдырған жоқ. По закону я наследник. И все это имущество теперь принадлежит только мне. И не тебе решать, что мне с ним делать. Да господи, кто-нибудь может мне объяснить, почему Санджар Мади так ухмыляется в этой сцене? Так, добро пожаловать, студенты, в школу актерского мастерства имени Санджара Мади. Сегодня мы сдаем последний экзамен. Кто готов сдавать? Я, можно? Ну хорошо, садитесь напротив. Итак, я вам скажу определенную ситуацию. Вам нужно будет показать соответствующую реакцию. Готовы? Да, давайте. Вы узнали, что ваш дедушка умер от рака. Угу. Ваш брат говорит вам, что вы полный мудак. Угу. Прекрасно, вы сдали экзамен, можете идти сниматься в кино. Спасибо. После этого скандала Степаныч случайно проливает молоко на ноутбук Макса, и поэтому его видеоконференция с иностранными коллегами прерывается. Старик говорит Максу, что в сельской школе есть интернет с компьютером, и в этой самой школе преподает Инкар, который Макс неровно дышит. Ал енді шағын бақылау жұмысын жазамыз. Тақырып үстеу түрлері. Что-то мне не совсем верится, что в сельской школе есть кабинет, полностью оснащенный компьютерами и интерактивной доской. В смысле? Біздің ауылдың бүкіл жерінде Wi-Fi бар, а так. Өстіп шөптің үстіне отырып алып, YouTube қарап отырамыз. Как тебе такое, Илон Маск? Макс просит Инкар помочь с компьютером, объясняя, что ему очень важно провести эту конференцию. Но, к сожалению, конференция так и не состоится. Ну а после Макс решает выяснить отношения с Мейрамбеком. Мне эта ферма тоже дорога, как память. Я тоже люблю лошадей. Да ладно, серьезно? Мне не нужна эта ферма. Как только я получу деньги, я тотчас же улетаю обратно. Нет слов. Мико! Эй! Да молодой стандарки! Да стойте же вы! Да кому я говорю? Боже, что я только что посмотрел? Какой же убогий уровень монтажа. Ладно, и так сойдет. А что
что? Зачем добавлять крупный кадр, где легко можно увидеть каскадера, который выполняет трюк вместо Санджара Мади? Ладно, и так сойдет. После странной драки братья начинают беседу за конюшню. Мирамбек дает Максу рукописи дедушки и говорит, что готов остаться работать со Степанычем у новых владельцев фермы. Макс предлагает половину суммы от продажи Мирамбеку. Опять же, хрен знает почему. Ведь изначально он преследовал цель заработать на ферме. После Макс находит закрытую лабораторию дедушки и узнает, что дед был биологом и пытался создать новый препарат для коней от сердечных заболеваний. Узнав, что покойный дед пытался совершить великое открытие, он решает завершить исследование. А если не секрет, откуда вы приехали? Из Астаны. 3 года назад. Программа с дипломом в село. И вы бросили Астану, чтобы преподавать в этой... поселке? Ну да, господа сценаристы, давайте в фильме озвучим название реально существующей программы. Просто 0 грамма агитации. Не жалеете о том, что приехали? Я горжусь, что приехала сюда. Нам выпала честь поднимать свой народ. Творить будущее вот этих детей. В нас верит страна, верит наш президент. Если все будем разбегаться кто куда, что будет с нами завтра? Но ведь, по сути, шутка же безобидная, да? И его вполне можно вставить. Хотя... Далее узнается, что потенциальным покупателем дедовской фермы является некий Байгали, которого покойный дед при жизни терпеть не мог. Байгали, бәйгеден келмеген аттарын етке соғымға өткізеді. Түсінемісің? Сондай айуандығы бар оның. Говорю же, зверье! Чего? Вы серьезно? Он зверье только потому, что пускает на согом лошадей? Ты же можешь все отменить. Ты же хозяин. Я приехал сюда продать ферму. Вы что, так этого и не поняли? Мне эта ферма тоже дорога, как память. Я тоже люблю лошадей. Хотя все предельно ясно. Проблема в авторах, которые не ставят перед собой цель грамотно развивать персонажа и создать хорошее кино, а делают все ради халтуры и агитации. Да только вот верить намерениям Макса просто невозможно. Посему жалкая попытка авторов пропагандировать любовь к работе в сельских местностях вызывает только дикий смех. Далее авторы показывают главную причину вселенской ненависти Макса к своим корням и к дедушке. Дело в том, что дед пытался устроить Макса в интернат, когда тот был пацаном, и делал он это ради будущего внука. Но он не хотел этого понимать, и поэтому затаил обиду на дедушку. После Макс находит фото, которое объясняет, что Мирамбек на самом деле не приемыш, и действительно является кровным родственником Макса. И он также имеет законное право на владение фермой. Поэтому Макс решает спрятать фото, чтобы поскорее продать ферму. Щенок ебаный, блядь, я думал ты человек, а ты гнида ебаная, блядь. Макс зовет Криса приехать в аул и просит вместе с ним завершить исследование дедушки. Герои идут на местный дискач, танцуют под Кызылуйрык, потому что именно через эту песню нужно показать казахский колорит. А после Инкар и Макс начинают петь песню Абая Кунанбаева. Тау жаңғырып, ән қосып, өрген итпен айтыға. Господин Мади, я очень надеюсь, что в глубине души вам очень стыдно за то, что вы снимались в таком фильме. Творчество, оно должно быть вне политики. Если я снимаюсь в кино, то все, пускай это будет кино. Кино — это художественный вымысел. Ладно, и так
сойдет. Мы поняли, что Макс, грубо говоря, типичный представитель шалоказахов. И мало того, что презирает все, что связано с казахами, так еще и как человек полный... Мудила! Ведь на самом деле ему плевать на Мирамбека, на Степаныча и на дедушку тоже. Авторы пытаются показать, что Макс завершает дело своего дедушки. Это некая дань уважения. Но когда в этом же фильме Макс всеми силами пытается продать самое ценное, что было у дедушки, возникает вопрос. А какого хрена? Под конец Инкар толкает перед Максом суперсентиментальную речь, и за одну сцену он сразу изменит свои намерения. Он не продаст ферму Байгали, покажет фото Мирамбеку и оставит ему дедовскую ферму. Теперь он станет настоящим казахом. Шеф, вы настоящий патриот. Да, я патриот. Вот так надо воспитывать молодежь. Далее Крис и Макс завершают исследование дедушки и делают большое открытие в мире биохимии. Если не запатентуешь формулу, это сделает за тебя кто-то другой. И тогда ваши труды принесут выгоду уже не вам. Надеюсь, ты не отдашь формулу Свену? Я отдам ее Казахстану. Уверен, дед поступил бы именно так. Шеф, вам не кажется, что слишком уж много патриотизма в этом фильме? Может быть, попробуем более художественный подход? Макс приезжает в аэропорт и встречает своего иностранного партнера. Дело в том, что тот самый партнер узнает, что Макс сделал великий прорыв, и поэтому пытается уговорить его продать исследование другой стране. Всякий раз прилетаю и всякий раз удивляюсь. Как на дрожжах все растет. Никто не верил в такой прогресс. Но Нурсултан Назарбаев смог реализовать это. Нет, давай все-таки не будем рисковать, уберем эту шутку. Отдумался. Все, мужики, отбой. Погнали. Макс отказывает своему партнеру и говорит, что открытие останется в Казахстане. После он звонит Инкар, а трубку поднимает Байгали, и взбешенный Макс пытается покинуть самолет. Но у него ничего не получается. И все. На этом любовная линия между Инкаром и Максом заканчивается, без какого-либо итога, просто прерывается на похер. Ну а после мы видим самую последнюю сцену, которая свела на ноль все, что мы видели до этого. А если он и правда не вернется? Оралмау мүмкін емес. Вот ётча! Ну вот зачем показывать эту сцену, где проявляется любовь Макса по отношению к дедушке? Сцену, где показывается, что никакого конфликта не было. И поэтому об причину вселенской ненависти Макса к своим корням можно вытереть ноги. Давайте я попытаюсь объяснить главные проблемы фильма. К сожалению, картина «Дорога домой» не имеет ничего общего с таким пониманием, как художественное кино. Это одна масштабная рекламная агитация, которая навязывает зрителю любовь к родине. Я не говорю, что любить свою страну это плохо, но одно дело, когда авторы показывают ценность главного посыла, а другое, когда через призму откровенного мудака осуждается желание многих казахстанцев, а именно покинуть свою страну. В фильме все настолько утопично, что поверить тому, что увидел, крайне невозможно. Дочь из богатой семьи, которая ради благого дела переехала жить в село. Оснащенные компьютерами кабинеты сельской школы, да и в целом аул выглядит так, будто там нет никаких социальных проблем. И это в той стране, где в реальности сельские учителя страдают от нехватки социальной поддержки. К сожалению, дебютная работа Рашида Сулейменова в реальности не удалась. То есть, мягко говоря, это не фильм, а сплошная политагитация и утопия. Ну а если говорить грубо, то подхалимство и присмыкательство. И этот недофильм снят за деньги обычных налогоплательщиков. На создание этой картины нас вдохновил Нурсултан Абишевич, а точнее его отношение и
безграничная любовь к родной стране. Почему вы, господин Сулейменов, делаете из зрителя дурака? Ведь на самом деле не тяжело найти в интернете новостные сюжеты, где реальные участники программы с дипломом в село говорят о настоящих проблемах самой программы. Участники программы с дипломом в село в Алматинской области задолжали государству более 20 миллионов тенге. У меня нету такого, жена зарабатывает 60 тысяч, такого 700 тысяч, что мне заплатить сразу, у меня нет такого деньги. Отсутствие газа заставило педагога из Уральска пожалеть о переезде в Мангостаускую область. Мне, откровенно говоря, было очень больно смотреть фильм «Дорога домой». Ведь вместо того, чтобы донести до зрителя реальную ценность любви к родине, государственные деятели искусства создали бездарное и ужасное кино. Почему бы не показать зрителю, что в этой стране есть проблема? Проблема с человеческим капиталом, проблема с оттоком лучших специалистов за рубеж. И единственное, кому эта проблема крайне важна, это мы, от обычных рядовых граждан республики до чиновников, в чьих руках вся наша жизнь. Но вместо этого авторы показывают плохим только главного героя, сравнивая его с любым гражданином, кто желает переехать в другую страну. Я очень надеюсь, что вам понравился мой обзор, и каждый ваш комментарий, лайк и репост помогает мне не бросить это дело. И если вы позволите, я бы все-таки хотел этот обзор закончить на своем родном языке. Құрметті қазақстандықтар, қазақ бауырлар. Осымен 500 жылдан астам уақыт бойы қазақ ұлтында шешілмей жатқан бір ғана мәселе бар. Ол бірлік мәселесі. Менің ойымша, жүзге бөліну, руға бөліну, қалалар мен аймақтарға бөліну, қазақша сөйлейтіндер мен орысша сөйлейтіндерге бөліну, ол біздің ең үлкен қателігіміз. Менің айтқым келгені, тек қана бірігу арқылы біз болашақта елімізді дамыған мемлекеттердің қатарында көре аламыз. Соны ұмытпаған жөн. Сондықтан да, құрметті көрермендер, бір-бірімізді ешқашан да бөлмейік. Егер біз бөлініп жүретін болсақ, бұдан ешқандай жақсылық шықпайды. Келесі кездескенше.